Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр. Вот сегодня я решил приготовить копейских карасей. Пообещал жене и детям, что приготовлю им без костей. Я где-то нашел в интернете такой рецепт. Вот сейчас хочу проверить его. Будут косточки или не будет. А как я буду готовить, вы увидите. Не прощайся, поехали. Ну, вот таких я купил себе карасей. Они примерно 500 грамм каждый. Копейские большие. Я маленько разморозил. Сейчас мы будем их очищать от шелухи. Ну, это берем и ложку, воду, и она как бы сама вся отходит как надо. Вот, видите, она прям отходит прям сама вся. Ну такой вот, и чистенький карась получился без шелухи. Итак, сейчас еще два почищу и будем готовиться дальше. Не переключайся, а подписывайся на канал. С вами Александр. Поехали! Ну вот мы закончили чистить карасей. Сейчас я их ополосну и будем готовиться дальше. Ну вот, дорогие друзья, я помыл. Я смотрел, что их кто-то любит с потрошками, потому что народу Саха любят с потрошками кушать. Ну я как бы потрошки не очень люблю. Вот я буду их чистить, рыбу и вытаскивать. Режем мы не по брюху, а сбоку. Икра, печеночка. Пустой красик.
Ну тут, говорится, в нем, говорится, убрать эту желчь, главное. Ну, чтобы она как бы не пахла. Потом в нем всё. Лучше взять нож пострее, что, ну, кто как любит. Я, говорится, нож точил, вот, говорится, они все с икрой, вот икра, что они так все. Сейчас я их ополосну и пойдем дальше. И переключаемся, посмотрим дальше. Ну вот, дорогие друзья, вот я почистил и сейчас будем их шинковать. Просто я раньше шинковал просто так, раз, два, три и все. И, кажется, костей было много всегда. Но тут я, как вам уже посмотрел видео одно, и вот хочу проверить, будут кулачи или нет. Ну а мы начинаем, кажется, от хвоста, в хвосте, кажется, много косточек. И начинаем шинковать. Чем мельче, тем лучше. Поехали. Ну вот как-то вот так, наверное, примерно должна быть. Все. Может еще даже мельче. Я говорю, я первый раз такое делаю. Посмотрим, что выйдет. И другую сторону также. Ну так, друзья, мелко режем, чтобы, ну как сказали там, то что косточки должны гореть все. Вот еще одна. Вот такой вот, ну, примерно должен быть красив. Вот, примерно вот такой вот. Как я, ну, смотрел, должно. Ну и так, еще делаем два. А потом будем все это обжаривать. Ну, говорится, кто любит в костях ковыряться, тот может как бы себе шинковать через там раз. Ну, а я, кажется, косточки не люблю. Я как бы карасей не очень люблю, потому что они костлявые. Ну, может быть, что раньше и готовили их неправильно. Ну, свои косточки все были.
Вот, все. Сделал 3 карасика. Вот. Скоро придет уже жена с работы, хочу ее удивить ужином из карасей. А мы не включаемся, и поехали дальше. Ну что, дорогие мои друзья, вот мы и приступили к самому долгожданному процессу. Это жарка карасей. Вот сейчас я разогреваю плиту, наливаю масло. Карасей можно в муке, можно в манке, можно там в любой муке. Но я, как говорится, лучше буду в муке, как все делают бабушки, мамы. Так что смотрим, не переключаемся и подписываемся на канал. Ну что, дорогие друзья, вот сейчас буду жарить карасей. Коробка у меня небольшая, так что придется жарить по одной штуке. Вот, говорится, решил, говорится, обмывать, говорится, в манке, попробовать там, одну штучку, а 2 сделаю в муке. Все. Если кому-то не понравится, сам себе. Что? Ну вот, кстати, караси у меня. Кстати. И сейчас мы их чуть-чуть, кстати, подсолим, перчим и подождем, вкус маленько они, кстати, пропитается. А вы и переключаемся. Ну что, дорогие друзья, вот я подсолил муку. Сейчас мы ее обернем всю. Вот. И спускаем корыто. Жарим его до золотистой корочки. Один бок. Ну что, дорогие друзья, вот, говорится, он уже жарится до золотистой корочки. Сейчас мы перевернем. Вот такой красивенький. Вот, перевернули. Теперь ждем еще. Пока одна сторона, а красик стал такой прям пряный, хороший. Так что смотрим дальше. Вот, друзья, красик приготовился. Когда маленько что-то нормально какие-то чуть-чуть подгорел, это просто сверху. Внутри он где-то, говорится, первый, блин, как говорится, комом. Я готовлю первый раз карасей. Так что я думаю, сейчас другие будут еще покрасивее. А мы продолжаем жарить еще другую партию. Вот я опять писал уже мукой, заморачивался. Ну, решил сделать манку. Ну, я думаю, карасик прожарился. Вот корочка. Обалдеть. Обалдеть. Ну вот, дорогие друзья, я все, говорится, приготовил. Вот сейчас у меня ребенок Марк скажет вам, костлявые караси или нет. И как они на вкус. Вот сейчас вот иду. Спинку сейчас открою. Вот прям возьму прям из спины, где всегда костей много. Ну, Марк, скажи. Без костей. Без костей. Ну как вообще? Вкусно, нет? Вкусно. Так что, дорогие друзья, вот я, говорится, как бы открыл всю правду. Так что делайте по рецепту. Мелко нарезайте. Шинкуйте карасей. И будет вам счастье. А с вами был Александр и Марк. Всем удачи и добра. До новых встреч.